Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Вероника Тамтонцева и начинаем новый рабочий день в отличной компании. Как у нас всегда, хорошее настроение, отличные новости, прекрасные гости с самыми последними новостями. Сегодня поговорим о интереснейших проектах. Также расскажем, что нужно делать по утрам. То есть, конечно, это утренняя зарядка. Сделаем ее вместе, она у нас уже предновогодняя. Поговорим, что можно приготовить на новогодний стол. Создадим вместе своими руками карту желаний. Все это еще многое другое. Не забывайте, можно увидеть, прочитать, посмотреть в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте 24 часа вместе с нами. Ну а прямо сейчас последние новости, которые всем важны, чтобы подобрать не только красивый лук, но и просто не замерзнуть. О погоде. В центральных районах сегодня минус 30, минус 40, в Заречной группе 34-42 ниже 0. В южных 20-23 градуса холода, в Вилюйской группе минус 25 с минус 27, в Нижнеленских 34-38 со знаком минус, в западных 14-25 ниже 0. В Колымо-Интигирской группе Улусов минус 20, минус 40, в Янских 34-40 градусов холода, на северо-западе минус 17. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 37 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура днем в столице минус 28, минус 30 градусов. Ну, сложно сказать, что, конечно, прям тепло, но в целом нас погода еще очень даже радует. Ну и туман не обещает, можно елки наконец-то предновогодние посмотреть, чтобы настроение было хорошим. Ну, что еще нужно с утра? С утра еще нужно, конечно, не только любоваться погодой за окном, но также быть в курсе самых последних новостей. Поэтому прямо сейчас передаем слово нашим коллегам. Доброе утро! Расскажем актуальные новости к этому часу. В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России предложили тщательнее проверять факты рождения детей вне роддомов. Соответствующие изменения планируется внести в Семейный кодекс страны и закон об атаках гражданского состояния. Это позволит усовершенствовать процедуру регистрации рождения детей по показаниям свидетелей. В результате усиления контроля за случаями подтверждения факта рождения ребенка вне медицинского учреждения позволит избежать хищения бюджетных средств. Правительство утвердило параметры проведения эксперимента по онлайн-продаже билетов на субсидированные авиаперевозки для жителей Дальнего Востока и Калининграда. Он начнется с 1 января и продлится до 1 июля 2025 года. В пилотном проекте будут участвовать льготники, молодежь в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Сейчас им приходится обращаться в кассы, чтобы приобрести билеты по специальному тарифу. Эксперимент позволит проверить технологию электронного подтверждения прав пассажира на льготный билет. На базе Национальной библиотеки Якутии проходит Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Грибановские чтения». Мероприятие является площадкой для дискуссий, на которой специалисты библиотечного отдела и ученые обмениваются опытом и научными знаниями в области библиотечной информационной деятельности, библиографии, изучения феномена чтения и профессионального образования. По итогам работы всем участникам будут вручены сертификаты. Научная практическая конференция имени Николая Николаевича Грибановского проводится уже в 3-й раз. На конференции работают 3 секции с разными докладами по разным тематикам. На 2-й день у нас будет обучение, круглый стол, семинар для библиографов из Улуса. Молодежное пространство открыли в рамках форума «Территория добра». Помещения общественной организации «Подросток» были отремонтированы за счет федерального гранта от Росмолодежи. В обновленных кабинетах сотрудники и волонтеры центра будут оказывать помощь и поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ремонт выполнен в цветах Федерального агентства Росмолодежи и проходил в рамках программы «Регион для молодых», входящего в нацпроект образования. Мне понравился ремонт. Особенно зал, там кухня, коридор. Мы с подростком в лес выезжаем собирать мусор и занимаемся посадками деревьев. Хожу на учебный центр «Архимед» по русскому языку. И с удовольствием еще хожу на мастер-классы по рисованию.
В Якутии отметили День покорения вершин. Его с давних пор отмечают не только альпинисты и скалолазы по всему миру, но и те, которые трудом покоряют новые высоты в жизни. В Якутии альпинизм и скалолазы не обеспечены всем необходимым. Скалодромы разной сложности есть в некоторых школах, а в столице находится одна из крупнейших международных площадок для скалолазания в России. Более того, формируются альпинистские маршруты и производятся соревнования по ним. 150 якутян получили удостоверение альпинистов России. Все, кто ходит на вершины, это безусловно, они совершают некоторые свои подвиги, потому что действительно, особенно, которые ходят на высокие вершины, это такой момент, когда ты, наверное, борешься частично с собой, потому что сам, бывая в горах, неоднократно задавал себе вопрос, когда идешь, там сложно становится, типа, зачем, почему я не остался дома, там хорошо, тепло, а ты преодолеваешь самого себя. Люди действительно в альпинизме, вот именно в альпинизме на серьезных вершинах очень сильно меняются. То есть у них переосмысливание какое-то происходит, и поэтому, когда общаешься с альпинистами, у них немножко интересно с ними, в общем-то, общаться. 19 декабря в 11 часов глава Якутии Арсен Николаев огласит ежегодное послание Государственному собранию. Илдар-хан подведет основные итоги уходящего года, а также обозначит стратегические направления развития республики на ближайшую перспективу. Помимо народных депутатов республики в мероприятии будут участвовать члены регионального правительства, главы районов, руководители предприятий и организаций. Мероприятие состоится в зале Республики Дома правительства номер 1. Прямую трансляцию будут вести телевизионные каналы «Якутия-24», НВК Саха, Россия-24, Радио ТТМ, Радио России Саха. Ну а прямо сейчас мы расскажем вам о уникальном проекте «Инклюзия начинается с семьи». Реализуется благотворительным фондом «Харысхал», является победителем фонда президентских грантов 2024 года. Проект стал важным этапом в развитии комплексного подхода к помощи детям с особыми потребностями и их семьям. В нашей студии руководитель проекта Елизавета Зарубина и специалист по альтернативной дополнительной коммуникации Сардана Маркова. Доброе утро. Здравствуйте. Но это уникальный проект. Расскажите, пожалуйста, о его сути, для чего он нужен и кто им может воспользоваться. Если кратко, то проект направлен, самое главное, на то, чтобы иметь возможность воспользоваться помощью, когда это необходимо. Потому что когда ребенок только появляется, мы думаем, что те сложности, которые возникают, он перерастет, и они как-то с возрастом уйдут. Но так бывает не всегда, и для того, чтобы быть начеку, вовремя понять, что идет не по плану, мы вот решили создать данный проект. И какие сложности он должен разрешить? Ну, вообще, в целом, наш фонд занимается с детишками, у которых есть статус ОВЗ, ограниченной возможности здоровья, или ребенок с инвалидностью. И, например, ребенок по мере своего взросления может не овладевать какими-то навыками, ну и чаще говоря, часто встречающаяся проблема – это отсутствие речи, либо любые задержки в речевом развитии, либо какие-то проблемы в поведении и так далее. И в ходе такого опытного взаимодействия с детьми мы пришли к тому, что очень важно дать родителям возможность развития альтернативного вида коммуникации, когда ребенок не говорит, но у него есть какие-то желания и потребности, и он может выражать их экологично. Хорошо. Ну, мы видим у нас на столе вот очень интересные вещи. Что мы видим? Что это за карточки? Это карточки PEX, да? Да, это карточки. Расскажите, PEX. пожалуйста, что это за карточки, как с ними работать? Карточки PEX. PEX вообще это коммуникационная система обмена изображениями, когда ребенок может выразить свои мысли. Получается, у каждого человека есть какие-то потребности в течение дня, которые возникают. Эта система была придумана в 1985 году. И изначально она была ориентирована на детей с расстройством аутоспектра. Но потом при ее развитии она стала использоваться в больших, точнее, случаях, когда у человека нет возможности говорить. Возникают определенные случаи, да, карточки вообще, да, что это, да? Это изображение с подписью, сзади они крепятся на липучку, и ребенок может, допустим, составить какое-либо предложение, и вот даже не говорящий человек может донести свою мысль, свое желание, то, что он хочет получить. Ну, то есть, получается, карточки разбиты по видам, да? То есть это основные потребности, какие-то коммуникативные, да, необходимости. Да. И как ими пользоваться? То есть вот родитель приобретает и потом предлагает ребенку,
сложить из них Ага, вообще, предложение. да, правильно. Вообще в системе в этой 6 этапов. И как и с английским, нам надо сначала показывать ребенку, как это происходит, обмен изображением, как происходит. Сначала у нас одна карточка, потом она идет до предложения. Ну и, в общем, так это несколько этапов идет, 6 этапов. Ну, то есть обучение, да? Да. Насколько быстро ребенок может овладеть? Зависит от ребенка и от включенности семьи, точнее, в этот способ коммуникации, так как пексы — это про жизнь, про рутину, не про занятия, это все-таки про жизнь. Мгм. Вы предоставляете какие-то услуги, которые помогали бы вот в этом направлении? Да, получается, благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы смогли в своем фонде оборудовать мастерскую, в рамках которой родители могут изготовить вот коммуникативную книгу, карточки и вот такие вот различные пособия для того, чтобы была возможность заниматься. Потому что это все достаточно финансово затратная история, и не всегда родитель понимает, с чего начать, потому что карточек очень много, да. Это, знаете, как мы думаем, вот начну учить английский, и одно занятие прохожу и бросаю. И вот наша задача как держателя проекта помочь родителю это сделать. Ну и, соответственно, мы поддерживаем его на всех этапах внедрения, от консультации до каких-то вот важных аспектов. Мгм. То есть можно обратиться к вам и прям вот под свою семью, под своего ребенка, зная его потребности, изготовить уже изображение с надписями, которыми он может овладеть и уже коммуникативно рассказывать, ну, в своих возможностях. Да, абсолютно верно. А если нет карточек, которые необходимы? Ну вот, что делать, как донести мысль? Но у нас есть возможность изготовить прям карточки с нуля. Мгм. Например, можно сделать фотографию желаемого объекта. То есть благодаря техническому и программному сопровождению, которое мы приобрели вот именно благодаря Фонду президентских грантов, Мгм. можно создать абсолютно любое изображение, которое только душе угодно. Ну, то есть это, в принципе, не проблема. Да. Можно просто довнести Да. в книгу. А как вот это все формируется? Ну, то есть книга вот целая. Да, ну вот получается, книга наша выглядит так. Она с ремешком, чтобы ребенку было удобно с собой носить, так как все, что есть в книжке, это его слова. Получается, наши карточки, они заламинированы. У них Мгм. сзади есть липучка и крепятся сюда. Можно вот полистать, посмотреть. Тут даже есть фотографии. Вот автобус, допустим, который у нас ездит в городе. То есть это можно Мгм. как-то структурировать. Ну, то есть вы, получается, консультируете полностью Да, родителей? изначально они приходят к Сардане на консультацию, Мгм. как к специалисту, для того, чтобы ну, как бы провести диагностику, понять, что нужно сделать в первую очередь. И Мгм. потом переходят уже к моменту изготовления и дальше внедрения. Мгм. Ну и на этапе внедрения, получается, объясняют уже по занятиям, как, Да, абсолютно как верно. вот внедрить. Ну, потому что каждый родитель должен тоже пройти обучение, соответственно, Да. чтобы правильно коммуницировать. Это вот у нас и есть дополнительная коммуникация. Очень интересно. Вот я вижу еще большая такая книга. Это, Что? это книга для педагогов, Мгм. в которой описаны все этапы ПЭКСа. Ну, вот она вот на столе в кадрах тоже была. Ага. Так, ну и с помощью, да, если, в принципе, родитель может изучить эту книгу и может, в принципе, самостоятельно внести. Никаких сверхнавыков там не нужно. Ну, главное, вовлеченность семьи. Ну и самая главная цель у нас по итогу пользования карточкой Получить ребенка, который может донести свою мысль для того, чтобы избежать определенных негативных сценариев, например, нежелательного поведения, либо каких-то ну, моментов, когда мы не понимаем, что делать с ребенком. И родителю очень важно быть вовлеченным в этот процесс как интересанту. Ну, спасибо большое, что пришли. Очень интересный проект. Я думаю, многие задумаются, у кого возникли такие сложности. И уверена, что если пройти у вас консультацию, можно этот вопрос как-то разрешить. Ну и ждем с последующими новостями об итогах реализации. Сколько счастливых детей у нас станет обладателем. Спасибо. Приходите еще. Дорогие друзья, это очень интересный проект. Будьте с нами. Мне кажется, каждый, кто сталкивается с какими-то сложностями, я уверена, что специалисты фонда всегда готовы прийти на помощь. Ну, а прямо сейчас мы приходим к вам на помощь, потому что утро — это отличное время, чтобы быть бодрее, чтобы быть в тонусе и быть в хорошем настроении. Ну, а поможет в этом какая-то физическая активность. Давайте сделаем небольшую зарядку.
Доброе утро, меня зовут Ефимов Вячеслав, я руководитель танцевального клуба по парам, и сегодня мы представляем вам нашу танцевальную разминку. Ручки на пояс, ножки вместе. Теперь качаемся на месте, коленки разминаем. Вниз, вверх на полупальчики, вниз, вверх на полупальчики. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, 3, 4, раз, два, три, закончили. Одну ножку согнули, поставили на полупальчик. Ножки меняем местами. Одну выпрямляем, одну сгибаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ручки в стороны поставили, ладошки опускаем вверх-вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В разные стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ручки перед собой. Ладошки переворачиваем. Друг к дружке. Выныриваем вперед. Переворачиваем. Пальчики друг к другу. Выныриваем вперед. И делаем то же самое. Перевернули. Пальчики вперед. Вынырнули в стороны, ручки прямые. Шагаем. Раз, два, три. Ручки вращаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ручки на пояс. Танцуем ча-ча-ча. В сторону шаги. Ча-ча. Раз, два раза на месте. Ча-ча. Раз, два раза на месте. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз. А теперь мы станцуем вам наше маленькое движение под музыку. Ча-ча. Ча-ча. Раз, два, три. 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 Всем спасибо. До свидания. Отличное настроение, ну а мы переходим к тому, что испытывают многие россияне. Да-да, декабрь не только предновогодний месяц, но и месяц, когда больше всего стрессов. Названы сферы с самым высоким уровнем стресса в декабре. Туризм и гостиничный бизнес, госслужба и продажи стали самыми стрессовыми сферами для сотрудников в этом месяце. В опросе участвовало более 1300 трудящихся россиян из разных сфер. И больше всего специалистов, которые описали декабрь как самый стрессовый месяц в сфере туризма и гостиничного бизнеса 79%, госслужбе 75% и ритейле 57%. Уровень тревоги в ритейле сильно зависит от формата работы. Так наибольший стресс испытывают представители онлайн-магазинов. Дальше идут сотрудники или владельцы офлайн-точек, а вот среди продавцов на маркетплейсах лишь 35% считают предновогодний период непростым. Дело в том, что селлеры основную работу проделывают еще задолго до начала предновогодних продаж. Разделить ответственность за логистику, хранение и обработку заказов им помогает площадка, поэтому предновогодний период их уровень стресса значительно ниже. При этом повышенный спрос – это одна из причин стресса у других отраслей, а также планирование следующего года и страх не справиться с ажиотажем. Меньше всего людей, которые испытывают стресс в последний месяц года в сферах сельского хозяйства и недвижимости. А среди научных специалистов ни один респондент не считает декабрь напряженным периодом. Как справиться со стрессом? К концу года стресс и усталость достигают пика, и многие выбирают экспресс-методы: сериалы, соцсети, интенсивные тренировки. Эти способы дают быстрый эффект, временно подавляя сигналы выгорания, но их частое использование может привести к истощению и нарушению саморегуляции. Долгосрочные стратегии, такие как дыхательная практика, медитация, прогулки, помогают восстановить равновесие через активацию нейросетей и просто отдохнуть. На самом деле нужно четко понимать, что стресс в последние дни года – это нормальное явление, все зависит только от вас. И, как показывает практика, самый наиболее простой способ подготовиться к декабрю – это сделать наибольшее количество ваших задач досрочно, то есть планировать
декабрь так, чтобы задачи постепенно не накапливались. Ну и тогда ажиотаж, который будет, он как-то планомерно распределится по всему месяцу. Ну и практики по поводу дыхательной гимнастики, йоги, они помогают восстановиться, и лучше это практиковать на постоянной основе. Ну, переходим к приятным новостям. Аэродизайнер из Красноперекопска Сергей Шевченко создает из обычных воздушных шаров настоящие произведения искусства в форме знаменитых персонажей мультфильмов. Крымчанин поделился, как он пришел к такому хобби и что его вдохновляет. Почти готова композиция в форме головы китайского бога процветания. А здесь умелец в мастерской демонстрирует процесс создания цветов из надувных шаров. В Китае у меня своя школа. Я вам хочу сказать, что интересный случай произошел. Ежегодно в Китае проходит фестиваль воздушных шаров. 2 из команд, которые участвовали в этом году, они получили призовые места. Первое и третье. Нет, друзья, 2 и 3 место – это выпускники нашей школы. Я люблю керамику. Сергей пришел в профессию по воле случая. Однажды он решил попробовать принять участие в конкурсе создания головного убора из воздушных шаров. С тех пор маленькими шагами мастер начал осваивать аэродизайн и превратил любимое хобби в работу. Наверное, нет такого, что нельзя сделать из воздушных шаров. Чем больше я нахожусь в этой профессии, тем больше я для себя понимаю, что из воздушного шара можно сделать абсолютно все. Воздушный шар – это такой же материал, как пластилин или глина. Спустя время Сергей открыл в Харькове и в Китае школу по изготовлению из надувных шаров необычных скульптур. Как я уже говорил, что есть легкая работа, это ромашка, которую вы можете сделать за 1 минуту. Букет вы можете сделать за 10-15 минут. Есть сложные работы. В данном случае я буду работать над головой данного героя около 5 дней я себе выделяю. За плечами у Шевченко десятки работ в виде персонажей фильмов, элементы дизайнерской одежды из надувных шаров, а также крупные творческие проекты по украшению фасадов зданий. На данный момент аэродизайнер создает новое произведение – скульптуру китайского бога процветания Цайшэня. На одну только голову будет затрачено около 5 дней. Потрясающе, когда хобби становится вашим основным видом деятельности, или вообще, когда ваша работа – это тоже ваше хобби. Ну и шары – это всегда великолепно, это символ праздника. Ну и, кстати, многие стали на Новый год тоже украшать шарами. Но мы переходим к другому, не менее важному хобби – это разведение домашних растений. Ведь домашние растения не только украшают интерьер, но и способны избавить от стресса. Как правильно за ними ухаживать, чтобы это радовало глаз, узнаем в нашей рубрике. Доброе утро! Новый год у нас ассоциируется еще и с растениями. Да, вы не ослышались. В Новый год вы можете приобрести себе новогодние растения. Но это не те растения, которые после Нового года выкидываются. Они вас будут радовать весь год и в следующем году тоже. Это, во-первых, может быть вот такая ель коника. Если вы себе не можете приобрести большую елку, то вы можете взять вот такую маленькую в горшке, которую вы летом можете посадить у себя на участке. Ель коника очень любит кислый грунт. Если вы решитесь все-таки пересадить, то сделайте почву очень кислой. Еще на Новый год на подарок очень любят покупать каланхоя. Каланхоя не только красивое и вечно цветущее растение, но и очень полезное. От кашля, например, помогает раствор вот из этих листочков. Почему ассоциируется с Новым годом? Ну, посмотрите на цветы. Они ярко-красные, напоминают яркие звезды. А вот белые цветы, как снег. Также всем рекомендую присмотреться к цикламену. Это именно зимние цветы. Представьте, что на подоконнике они будут цвести вот таким алым цветом. Они очень красивые, за ними очень легко ухаживать, и они цветут почти всю зиму. И ярким представителем новогодних растений является вот такая прекрасная пуансеттия. Еще называют это растение рождественская звезда, потому что цветы вот ярко-красные
по форме, как будто это звезды. Они очень популярны в Европе, в Америке. Вы, наверное, видели эти цветы во всех знаменитых фильмах. Например, «Один дома». Пуансеттии там очень много. Украшают пуансеттиями дом. Также вот такими цветочками украшают даже елки. Бывают разные елочные игрушки пуансеттии. Но и пуансеттия приносит в дом благополучие и удачу в следующем году. Как ухаживать за пуансеттией? Очень просто. После Нового года, где-то в январе, вот эти красные цветочки начинают отцветать. Вы не боитесь, вы просто берете вот этот горшок, пересаживаете это растение в новый грунт, убираете все отцветшие цветы, они идут потом на отдых, где-то на подоконник, в темное место можете поставить, и весной они дадут совсем новые листочки. Новый год – это прекрасная пора, чтобы завести новых зеленых и красочных друзей растений. Всем до новых встреч! 17 декабря отмечается неофициальный профессиональный праздник людей, работающих в сфере, без которой уже невозможно представить современную городскую жизнь – День курьера. В античное время и средние века курьерами называли посыльных и гонцов, которые доставляли различного рода почту, в основном секретную, дипломатическую. На Руси это были служилые люди, которые содержались за счет государственной казны. Вот такой сегодня неофициальный, но очень правильный праздник. Куда мы без курьеров? Но прямо сейчас узнаем, чем еще знаменательный день сегодняшний. На календаре 17 декабря. Сегодня отмечают День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, День образования Российской фельдъегерской связи, День курьера в России. По народному календарю Варварины морозы. На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха, береги нос до уха». Зато дороги становились прочными. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. Этот день в истории. В 1903 году отцы авиации братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха. Это был первый в мире полет самолета. В 1989 году в США вышла первая серия мультсериала «Симпсоны». В 1995 году состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации второго созыва. В этот день родились Нонна Бодрова, советская телеведущая, диктор центрального телевидения, заслуженная артистка России. Леонид Броневой, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Франциск – глава Римско-католической церкви, 266-й папа римский. Мила Йовович – американская актриса, певица и модель. Оксана Федорова – российская телеведущая, актриса, модель, мисс Вселенная 2002 года. Именины отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна. Ну, совсем скоро у нас новогодние праздники. 2025 год по восточному календарю – это год змеи, зеленой деревянной змеи. Астрологи уже готовят прогнозы, чтобы поведать, чего ждать от этого мифического персонажа. Прежде всего, надо правильно встретить символ Нового года. Что же приготовить на новогодний стол? Этим вопросом учатся сейчас все хозяюшки. И мы решили вам помочь и с нашими юными, очень дотошными корреспондентами узнать, как якутяне готовятся к Новому году и что они планируют приготовить. Вот и приближается Новый год, время праздников, хороводов, подарков. Дети очень ждут этого праздника и хотят, чтобы этот Новый год наступил скорее. Ну а какое блюдо у наших жителей города Якутска не обходится на новогоднем столе? Сейчас мы это и узнаем. Какое блюдо чаще всего находится на вашем столе? Здравствуйте. На нашем новогоднем столе это салаты горячие, холодные, чир, утка, оливье, фрукты, тортик и все. Что ты из этого больше любишь вот так поесть прямо?
Новогодние конфеты, мандарин и торт. Спасибо. Что чаще находится на новогоднем столе? У нас на Новый год обязательно готовим мясной салат и пирожки. Для скольки людей вы готовите все вот эти блюда? Ну вот обычно, наверное, Новый год это же семейный праздник, как бы для семьи. Вот у меня 3 детей, муж, я для 5 всегда готовлю. Ну, да, приходят гости. И когда у вас когда-то приходили там родственники, тоже угощали вас, было такое? Конечно, они приносили тоже всякие салаты, вкусности, свои, каждый свой, какое что приготовит, все приносят. А какое главное блюдо на вашем новогоднем столе? На нашем главное блюдо это, наверное, утка или гусь. Это вот самое главное блюдо. Запеченное, с яблоками. Это самое такое блюдо. Вкусное. Еще там курица нет, не было? Не, ну, конечно, было. Это уже на 1, например, января, там, на 2. Вот. Такое, конечно, готовим тоже. Спасибо. Оливье, в первую очередь, салат. Ага. Тефтели домашние, все по-домашнему будет. Мы обычно перед Новым годом коробку, вот стаканчик мороженого же есть, такое покупаем. И до 12 лопаем. Нам подарили уже такое предновогоднее настроение, все вспомнили, что у них было в прошлом году на новогоднем столе, и начали записывать планы на этот. Ну, на самом деле, отличное меню, и оливье, и утка, и самое главное, коробка мороженого. Мне идея очень понравилась, надеюсь, вам тоже. Ну, вообще, наши мысли во многом определяют нашу жизнь. Многие рекомендуют как вариант визуализации использовать карту желаний, которая совсем не магический обряд. С помощью четко прописанных и визуализации своих желаний вы концентрируетесь на них. Они находятся постоянно перед глазами, благодаря чему вы напоминаете себе, для чего вы работаете и к каким целям стремитесь. Что, я вас вдохновила? Ну, так давайте тогда посмотрим, потому что карту желаний можно сделать своими руками. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы поговорим о том, как правильно загадывать желания. И сегодня я хочу вам предложить сделать карту желаний. Тем более как раз сейчас самое волшебное время для этого. Карта желаний – это визуализация всего того, о чем мы мечтаем. Как она выглядит? Это лист бумаги. В центре необходимо разместить себя. Выбираем фотографию, когда вы в самом хорошем настроении. Пусть это будет самая любимая ваша фотография. Ее надо расположить в центре. Есть сектора, которые необходимо заполнить картинками то, о чем вы мечтаете. Это может быть готовые картинки, которые продаются прям уже готовые наборы карты желаний. Или вы можете использовать журналы, старые журналы, газеты и вырезать именно то, что вы хотите. Если мы говорим по секторам, то здесь богатство и изобилие, слава, любовь и отношения, творчество, дети, поддержка, путешествия, карьера, образование, дом, семья. То есть, если мы говорим о колесе баланса, то здесь как раз таки все сектора нашей жизни, они будут сбалансированы. Карта желаний – это вещь индивидуальная, то есть каждый член семьи должен оформлять ее самостоятельно. Но это очень интересное времяпрепровождение, то есть можно сесть всей семьей и заполнять карту желаний. Например, если мы возьмем сектор «Слава». Если ваш ребенок занимается спортом, то можно найти картинку там, где, например, вот победитель. Да, то есть вырезать прям фигуру вот этого победителя. Можно закрыть лицо своей же фотографии или фотографии того человека, который хочет, и прям приклеить на этот сектор. Как работает эта карта? Это в первую очередь визуализация. То есть именно тогда, когда мы приклеиваем все наши желания, наш мозг запоминает то, что мы хотим. Происходит уже фокусирование на своих желаниях. Обычно карта желаний делается на год. И это уже не только просто желание становится, это уже становится целями. Цели и задачи, которые мы ставим на год. Например, если мы ставим путешествия, мы выбираем страны, мы выбираем города, которые мы хотим посетить всей семьей, например. Если это дом, может, кто-то планирует строительство дома,
прямо приклеить дом мечты, который вы хотите, к чему вы стремитесь. Сектор образования будет интересен, мне кажется, для любого возраста. То есть взрослые могут загадать какой-то личностный рост, еще дополнительное образование. Дети могут поставить там, закончить школу на отлично, например, или там без троек. Если это дети, которые собираются уже куда-то поступать в вузы, то есть они могут выбрать тот вуз, в который они хотят поступить, и непосредственно это уже будет как цель. Карту желаний необходимо заполнять в очень хорошем настроении. То есть нужно быть прям наполненными, радостными, с большим удовольствием сидеть и составлять свою карту. Также карту важно заполнять именно на растущую луну или в полнолуние. Мы все дети природы, и все равно от лунных циклов мы зависим. Если мы начнем ее составлять на убывающую луну, то наоборот мы от всего этого избавляемся. Важным моментом является активация карты. То есть мы, например, сразу же не можем построить дом мечты, поэтому очень важно начать с каких-то простых желаний. Например, поход в кино всей семьей. Прям наклеили, купили билеты, пошли в семьей в кино, хоп, уже карта активирована. Как только исполняется желание, карта начинает работать. Составляйте карты желаний, загадывайте, мечтайте. Мечты должны сбываться, тем более в такое волшебное время года. Я вот так пока слушала сюжет и смотрела, думаю, какие желания у меня есть сейчас, которые можно активировать. Вот, наверное, нарядить елку я бы прикрепила на карту, точно, успейте это сделать. Может быть, у вас тоже есть такие простые желания, по-моему, стоит с них, правда, начать. Ну, не адвент-календарь, конечно, но можно же и загадывать на январь, например, сходить в январе в театр. Тоже отличное желание. Ну а прямо сейчас у меня желание вернуться в прошлое, в детство. И как здорово, что оно прямо сейчас осуществится. Посмотрим, как отмечали главный праздник года в советское время. Вертушка для елки, пятиконечная красная электрозвезда, дождик, ватный Дед Мороз и, конечно, традиционные стеклянные игрушки. Вся эта новогодняя атрибутика знакома каждому, кто застал главный праздник советских времен. У многих якутян раритеты из СССР бережно хранятся в домашних коллекциях. Другие, если очень хочется вернуться назад, в советский Новый год, могут посетить музейную коллекцию при библиотеке в поселке Новая Табага. Мы открылись в марте. И, в общем, все это потихоньку-потихоньку настала пора Нового года. Нам захотелось, конечно, оформить кое-что, но дома уже давным-давно у нас стоят красивые литые елки под потолок, там 150 метров красивых гирлянд, и уже фактически ничего не осталось. А буквально несколько лет назад я маме говорила: мама, давай избавимся от старой елки. Они дома ставили эту старую елку советскую из моего детства. И я все время ей говорила: мам, выкиньте, пожалуйста. Я купила им новую. И вот как раз в тот самый Новый год, перед Новым годом, я пришла и: мам, а ты случайно елочку не выкинула? И она мне теперь очень-очень, она мне нужна. Ну и вот так эта елка перекочевала к нам сюда. А благодаря читателям и жителям поселка советская красавица обзавелась елочными игрушками и украшениями. Шары и шишки я не вешаю сюда, потому что их огромное количество шаров, шишек. Мне кажется, это прям отдельная тема, вот эти вот елочные шишки. Это надо прям целую елку, мне кажется, под шишки. Из самого такого старенького у нас вот эти вот игрушки, которые на прищепках, но мы их уже никуда не вешаем, не достаем, потому что они не в очень хорошем состоянии, где-то сколы, где-то краска слезла, поэтому вот они у нас живут вот так в коробочке. Ну и последнее мое приобретение – это игрушки вот на эту елочку. Елочка у нас была, а игрушек не было. И если вот такие вот шары и шишки еще можно как-то, то вот эти вот пластиковые, мне кажется, они такая редкость. У одной из женщин я в объявлении нашла прям в коробочке полностью комплект с инструкцией. Ну, тоже когда-то купили, и люди не пользовались, не наряжали. Елена никогда не пройдет мимо блошиных рынков и при виде раритетных вещей обязательно приобретает что-то для музейной коллекции. В одном из антикварных магазинов я купила Снегурочку, вот это вот иркутского производства 1984 года. Она там стояла, бедняжка, я 3 дня на нее ходила, смотрела. В последний день мы пошли тоже на блошиный рынок, и там обнаружился у нас вот такой вот Дед Мороз. Я говорю: это же ее дед, он мне тоже нужен. Ну, та же самая, они даже, мне кажется, у них одно и то же лицо.
того же года, той же фабрики. Да, вот они, вот такая вот пара приехала из Иркутска. Перенестись в прошлое, прикоснуться к детству руками и сделать фото на память можно совершенно бесплатно в музейной коллекции Дома культуры «Кедр» в Новой Табаге. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Новая Табага. Потрясающие кадры, прям даже смотря этот сюжет, переносишься в прошлое, вспоминаешь, какие были замечательные елки, какие вкусные пирожки у наших бабушек, а у кого-то и просто дома, как наряжали игрушками и как с трепетом доставали из коробок, я помню еще такие стеклянные гирлянды. Ну, потрясающие воспоминания, правда, вернулись с детства. Ну, переносимся теперь в современность и, конечно, вдохновляемся уже новыми новостями. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Правительство утвердило постановление о дополнительных надбавках к зарплате на Крайнем Севере. Их будут получать работники федеральных учреждений. Стимулирующая выплата вводится в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Новая выплата будет начисляться в процентах к окладу. Ее размер будет зависеть от лимита фонда оплаты труда конкретного учреждения. Доплату смогут получать сотрудники, заключившие трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее 3 лет. Сделать это они смогут в течение 6 лет со дня заключения трудового договора. Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев стал председателем попечительского совета Всероссийской общественной организации «Федерация боевого снайпинга». Началась масштабная работа по возрождению и развитию снайперского искусства в России. Это даст возможность сделать нашу страну сильнее, сказал Трутнев. Он отметил, что в Якутии для этих целей создан учебно-стрелковый центр «Сулус». В Приморье появится центр подготовки снайперов «Восток». Начало строительства запланировано на январь 2025 года. В Якутии допущены к эксплуатации еще 3 ледовые переправы. 2 через реку Лену в Намском и Усялданском районах и 1 через Марху в Нюрбинском. В Намском районе открыли ледовую переправу по направлению Маймага-Фрунзе для транспорта весом до 3 тонн. В Усялданском районе по направлению Кангаласы-Сотинс до 10 тонн. В Нюрбинском по направлению Нюрба-Ингольжа до 4 тонн. Также на переправе Хандыга-Мегина-Алдан через реку Алдан увеличилась грузоподъемность до 10 тонн. В рамках Республиканского образовательного форума «Территория добра» состоялось торжественное открытие 3 молодежных пространств. В этом числе Центра добровольчества. В церемонии принял участие глава СН Николаев. Он наградил победителей молодежной премии «Мы вместе». На площадке центра расположились актовый зал, рабочая переговорная с современным оборудованием, зона отдыха с библиотекой. Пространство станет площадкой взаимодействия общественных организаций, в том числе волонтеров-медиков, культуры победы и серебряных волонтеров. Наш центр сейчас обновлен, так скажем, по всем последним нововведениям. В нашем центре появились различные коворкинг-зоны, где волонтеры, различные общественные организации могут обратиться и совершенно бесплатно могут проводить свои различные мероприятия, какие-то свои встречи. Наше пространство открыто для всех, и действительно такое пространство даст на самом деле такой большой толчок для развития нашего волонтерского движения в нашей республике. В Ленске стартовала разработка дизайн-кода местности для проведения республиканского ИЦЕХа, который пройдет в районе в 2027 году. Жители могут внести свой вклад в создание среды. В рамках подготовки проводится опрос, чтобы учесть пожелания и ожидания населения. Архитектурное бюро предлагало выбрать территорию проведения ИЦЕХа. Также в опросе нужно написать достопримечательности, которыми гордится каждый, рассказать о мероприятиях, проводимых в районе, оценить качество инфраструктуры и осветить проблемы. Все ответы будут учтены при разработке дизайн-кода. Будет возможность задействовать другие наши социальные объекты для проведения этого мероприятия, в том числе и стадион «Алмаз», где находится в этом микрорайоне. И на сегодня заключен контракт на проведение геодезии по территории, заключен контракт по дизайн-коду. Сейчас идет активная работа. Создан оргкомитет
да, у нас. И в следующем году, в январе, то есть будем усиливать эту работу для того, чтобы выработать четкий план дальнейших действий. И, конечно, мы хотим решить часть вопросов инфраструктурных по муниципальному образованию города Ленска, в том числе и по подъездным путям и по дорогам. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире. Как всегда, самые свежие интересные новости. Ну а сейчас одна из проблем – это выбор правильного подарка. И хочется заметить, что существует известная фраза «книга – лучший собеседник» и отличный подарок. И мы можем с уверенностью сказать, что это так. Это как общаться с умным человеком, который тебе все расскажет, объяснит и не осудит, если ты чего-то не знаешь. Книга способна дать нам опыт, эмоции, развить нашу фантазию, принести в мир фэнтези. Но как сделать правильный выбор – это всегда очень сложно, поэтому мы спешим порекомендовать вам еще одну замечательную книгу. Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас у меня в руках сборник сказок известного детского писателя и драматурга Ганса Христиана Андерсена. Наверняка вы уже были ознакомлены с его творчеством. Из-под его пера вышли такие знаменитые произведения, как «Русалочка», «Дюймовочка», «Снежная королева» и многие-многие другие. Об одном таком мы сегодня и поговорим. По сюжету наш главный герой – оловянный солдатик. Всего их 25, и все они являлись сыновьями одной старой оловянной ложки, а значит друг другу братья. Жили они в картонной коробке, в ней было тесно и темно, но однажды ее крышка распахнулась. Открыл ее маленький мальчик, которому солдатиков подарили на день рождения. Солдатики ему очень понравились, он сразу же начал расставлять их по столу, а на этом столу было очень много разных игрушек. Но больше всего выделялся именно картонный замок. Впереди него было озеро, сделанное из зеркала, а по этому водоему плыли восковые лебеди. А вокруг стояли деревья на деревянной подставке. Но красивее всего солдатику показалась девушка, что стояла в дверях этого замка. Она была тоже сделана из картона. Юбка из батиста, вся обсыпана блестками, а на груди красовалась большая брошь. Ее нога была так высоко поднята вверх, что солдатику даже показалось, что она тоже одноногая. Когда все люди легли спать, у игрушек начался свой собственный бал. Они пели, играли и веселились, и только танцовщица и солдатик просто стояли на месте. Ровно в 12 ночи из табакерки вышел чертенок. Он оглянулся и увидел солдатика. Видя, как он смотрит на красавицу, он старался его задеть словами, что она слишком хороша для него. Но тот будто не слышал. Это очень задело чертенка, и тот пригрозил дождаться ему утра. На утро мальчик нашел солдатика и поставил его на подоконник. И непонятно, то ли были проделка чертенка, то ли просто сквозняк, но окно распахнулось, и наш оловянный герой полетел вниз головой с 3-го этажа. Служанка и мальчик сразу же выбежали его искать, но так и не нашли. Тогда еще солдатик не знал, сколько всего ему предстоит увидеть. Но об этом вы узнаете уже самостоятельно. Но продолжаем мы наш эфир замечательной темой, проектом «Ходьба. Путь к здоровью» автономной некоммерческой организации реабилитации и поддержки детей и взрослых трудоспособного возраста с ментальными нарушениями. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта Рихлясова Талина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще замечательное название «Ходьба. Путь к здоровью». Такое доступное, понятное всем. А в чем заключается проект? Цель нашего проекта – это оказать бесплатную и эффективную поддержку и детям и молодым людям с психическими нарушениями и их семьям путем оздоровительной ходьбы, чтобы улучшить физическое состояние здоровья и качество жизни. Как вам пришла такая идея? Вообще я сама являюсь мамой особенного ребенка, да, и по своему ребенку тоже вижу, что спорт и физические занятия, они улучшают здоровье и психическое, и физическое, да, вот самочувствие. Поэтому коллективно вот такая идея у нас пришла. Вы, понятно, что это сложно, убедить, направить, да, детей начать заниматься. Как это происходит?
У нас в холодное время года, ну, зимой у нас в Якутии же очень много, да, месяцев холодных. И в это время у нас ребята занимаются в помещении. И вот этот грант 2024 года, это продолжение прошлогоднего гранта. В прошлом году мы тоже стали победителями гранта Ильдархана. И за счет средств гранта мы арендовали помещение в этом году. И там проходит у нас занятия по АФК, по физической культуре. И в теплое время, когда у нас весна, летом, да, наши ребята ходят скандинавскими палками в парк, пешие прогулки, да, с родителями, с инструктором по физической культуре. Ну, это очень сближает как команду, да, и семью тоже сплочает, и приходят тоже, приводят своих братьев, сестер, ну, вместе ходим. Ну, то есть такая, получается, дружная большая команда, которая друг друга поддерживает, мотивирует, ну, и помогает реализовать проект. А какие еще проекты в рамках вот вашей организации реализуются, кому вы помогаете? В нашем центре занимаются дети-подростки от 14 до 18 и молодые люди 18+. Все с ментальными нарушениями, в основном диагноз аутизм. У нас занимаются физической спортом, да, физкультурой, рисование у нас есть, творческие занятия есть. Сейчас мы как раз запустили, да, можно так сказать, экспериментальное проживание для людей, молодых людей старше 18 лет, подготовка к сопровождаемому проживанию, чтобы наши ребята, когда уже выросли, стали жить максимально самостоятельно под присмотром педагогов, специалистов. И они учатся в квартире, мы сняли квартиру, арендовали, и они учатся себя самообслуживать, готовить, убирать за собой. Да, у них дневные занятия есть, и они там учатся жить. Как полноценный так человек. Получается, подготовка к самостоятельной жизни вот прям всем бытовым вопросам. Ну и как результаты? Результаты, отзывы родителей хорошие и настроение детей. Да, у нас почти не говорящие, поэтому видим по настроению, они с удовольствием приходят. Но есть ребята, которые, им тяжело, вот идет сепарация, да, от родителей, но большинство, они с удовольствием приходят. Радостной сумкой в понедельник. Ну, здорово. Как попасть в ваш центр? Что для этого нужно сделать? Может быть, кто-то заинтересовался проектами, но не знает, как обратиться. У нас есть группа ВКонтакте, «Оно Снегири», так и называется. И мы сейчас находимся в основном на Свердлова, 12. По 2 ГИС можно найти, как наш учредитель тоже там находится, «Особый ребенок». Нашей организации вообще 2 года. Учредили его «Особый ребенок», так как дети возрастают, взрослеют и переходят к нам. В особом ребенке занимаются от 4. Да, малыши и школьники. Ну, у вас столько творческих занятий, а кто вас вдохновляет на новые инициативы и как они тоже проходят? У нас дети очень творческие, и коллектив тоже творческий, и у нас очень много таких занятий, которые вот именно они руками создают, своими руками. Выставки проходят в Национальной библиотеке периодически, ежеквартально мы с ними сотрудничаем. И это очень нравится ребятам видеть итог своей работы, туда ходить, смотреть и поделки свои забирать домой, да, это гордость для них, они гордятся этим. Принимаете ли вы волонтеров, которые готовы вот провести какие-то уроки и как бы тоже инициативы? Да, конечно, мы очень рады студентам. К нам периодически тоже приходят студенты Института психологии и социальной работы, и мы всегда рады волонтерам. Они помогают нам на мероприятиях, на массовых, да, и приходят тоже, точечно приходят по группам помогать. Ну, а сколько у вас на данный момент специалистов, какого профиля, по какому расписанию проходят занятия? У нас педагоги по трудовому договору у нас 5 работников, и по услугам, да, приходящие по совместительству работает. В общем, такой большой, получается, центр. И дети у нас, детей 28. Мы еще в прошлом году стали поставщиками социальных услуг. И вот Минтруд нам тоже помогает, возмещает услуги. Это тоже огромная помощь, потому что мы все, наши помещения все находятся на аренде.
У нас нету своего, да, помещения, поэтому приходится так. Ну, будем надеяться, что со временем оно появится, потому что это очень такая благородная, интересная работа, которая дает уже такие ощутимые результаты, адаптация детей в обычных условиях, то есть внедрение, это здорово. Что бы вы хотели сказать родителям особенных детей и всем, кто хотел бы вас поддержать? Я хочу родителям пожелать, чтобы они больше проводили с ребенком время и занимались физической культурой. Спорт очень помогает здоровью психически и как бы ментально, да, и физическому, и укрепляет здоровье, и сплочает семью. Наш проект в этом помогает. Желаем успеха вашему проекту. Всех тоже призываем присоединиться, у кого есть возможность, да, активно поддержать. Ну, а кто еще вот сомневается в том, что это необходимость, я уверена, что спорт — это правда здоровье, и проводить время с детьми нужно вне зависимости, особенные и не особенные, потому что дети — это наше будущее, и давайте дружно будем растить будущее прекрасно. Дорогие друзья, до новых встреч, оставайтесь с нами и начинайте каждое утро, чтобы оно было по-настоящему добрым.